Короче, дом на расселение. Вот все сняли, отопление вырубили и окна сняли. Тут кошка должна ходит. Роза хорошо была. Окно снятое, там наверху очень холодно. Холодно, как на улице. Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Какое старое слово «барак», что-то из 70-х. Но они функционируют и по сей день у нас, уже и непригодные для жизни. 21 век. И живут там люди с низким социальным статусом. В основном это люди старые или спившиеся. Но вот и они, оставшиеся в живых, дождались расселения. А переезжая на новое место, забирали свои незамысловатые пожитки вплоть до окон и ржавых батарей зачем-то. Но вдруг пригодится. Но вот животных своих они не сочли нужным забирать. Да, конечно, зачем? Ржавые батареи и рамы они ценнее. Бросили в минус 50 на улице и минус 50 в этих бараках. Уже отключены все коммуникации, нет тепла, жуткий холод. На улице 50 градусов. На улице 50 градусов и дома тоже 50. Вот. Пар даже идет. Окна снятые. И некуда идти этим кошкам, ведь они здесь жили и не понимают, что произошло, где их бабка, почему холодно, и даже теперь отходов со стола нет. В одном подъезде брошены матрасы, может, поэтому выжила кошечка, только отморожены ушки, хвост и лапки. В другом подъезде нет матрасов, и котик жалобно плачет. А вот рыжий котик очень сильно просился к людям, пришедшим снимать ржавую батарею. И когда они ее снимали, котик бросился им в ноги, как к спасителям, чтоб забрали. Но они уронили на него батарею, и он мгновенно умер от чугунной этой батареи. Даже ножки расползлись. Расстроились мужики из-за этой батареи. Несчастливой она оказалась. Пришлось бросить ее, раз убила кота. Не принесет им счастья, решили они. Ни кота, ни батареи. Но там еще выживают два котика. Они пока живые. Люди, они бывшие домашние, хоть и жили с плохими людьми, но они не выбирают людей. Им так мало для жизни надо. Откликнитесь, пожалуйста. Хоть раз возьмите сразу в семью. Привезем же. Их дни сосчитаны. Или батарея упадет, или вымерзнут окончательно. Друзья, хочу попытать счастье вот для этой небольшой собачки, узницы ППЖ, то есть дать ей шанс быть увиденной вами. А счастье ее будет состояться в том случае, если вы ее спасете, позовете к себе. В ППЖ ей не выжить. Эта девочка уже стерилизованная, бывшая домашняя, килограмм 17, а теперь вот порванная сильными сородичами. Ну, нет куска кожи на боковине, но нарастет благодаря специальным таким повязкам. Но вот такая у нее судьба. Был хозяин, теперь ему не нужна. А девчушка очень добрая, прыгает, радуется человеку, тоже надеется, что заберут отсюда с цепи. Сейчас там минус 50, а она и без шерсти, и без кожи на боковине. Просто нет слов.